закрыть можно крестиком. Кого? Вот так. А как? Вот туда. Поняла. Хорошо. Давайте мы тогда вот эту штуку сюда протянем в обратную сторону. Надеюсь, что она выживет после нашего. Ну, вот так нормально. Так, лучше нет. Вот лучше Так, так. а лучше знаете, как сделать? Да. А можно? Можно. Так, Да, и давайте мы это просто А может быть ноутбук на ту сторону перенести? Просто я настроила, чтобы там... Ну, либо ноутбук, если. Ну, тут Давайте. можно, да? Потому что мне, конечно, ноутбуком удобнее. Конечно. мы это все не городили. Все чудесно. Ну, не уходите. Так, мне самой начать, да? Вот, как вам удобнее видно. Коллеги, здравствуйте. Евгения Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». Мне очень приятно сегодня, что мы здесь встречаемся и обсуждаем наши профессиональные вопросы. Прежде всего, хотела бы немножко от вас обратной связи. Скажите, пожалуйста, прям кратенько представьтесь, кто вы, откуда, кто представляет профессиональные СМИ, кто, может быть, какие-то организации. Если можно, прям, может быть, по кругу, чтобы я понимала, как мы строим свой диалог дальше. Будет ли слышно? Будет слышно, мне точно. Меня зовут Светлана Михайловна, фамилия моя Платонова. Я заведую кафедрой истории музыки Уфимского государственного института искусств. И пишу в различные издания. Я член Союза композиторов России и Башкортостана. Очень приятно. Я Эльвира Каринова из журнала «РАМ» Министерства культуры Башкортостана. Спасибо. Спасибо. Лариса Шепелева, общественно-политическая газета «Республика Башкортостан». Серьезно. Галина Салихова, журнал «Панорама Башкортостана», тот же холдинг Республика Башкортостан. Спасибо. Инна Селиванова, Уфимские ведомости. Коллеги, давайте все в темп. Отдел маркетинга, Стерлитамак, театральный концертный отдел. Представляет уже организацию, заместитель директора курира вопросов маркетинга и пресс-службы. Так. Евгения Ведренкина, специалист отдела маркетинга Национального симфонического оркестра. Спасибо. Центр «Уникум», город Бирск, руководитель группы. Так. Мы вдвоем, получается, Центр «Уникум», да. У нас есть такой центр, там есть телекиностудия для детей. Мы как раз развиваем направление журналистики именно с позиции ребенка, детей. Да, это у вас в республике, я поняла, вообще очень здорово поставлено. Я сегодня общалась тоже с вашей одной из детских журналистских телекомпаний. Это очень круто. Так, девушки. Мирноградский район, мы тоже возглавляем. Так. Курируем работу соцсетей. Спасибо. Елена Никульская, пресс-служба Башкирского театра оперы и балета. Понятно. Альбина Галиулина, специалист по маркетингу Словацкого драмтеатра Башкирского. Спасибо. Тоже Словацкий драмтеатр, Тина Баширова, руководитель литературно-драматургической части. Спасибо. Шполтина Эльвира, заведующая музыкальной частью Национального симфонического оркестра Башкортостана. Спасибо. Зульфия Ишбертина, пресс-служба управления по культуре города Уфы. Так. Айгуль Епарова, пресс-служба Национальной библиотеки Мирного Кирилла. Лихачева Веринея, специалист по маркетингу Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Так, Верине, привет. Магафурова Динара, специалист отдела маркетинга Национального
симфонический оркестр Республики. Здравствуйте, Алсумова Ахметова, Республиканская молодежная газета. Прекрасно. Друзья мои, значит, мы вот собрались для обсуждения, как бы, ну, такую, это общая, конечно, огромная тема, современные тренды в журналистике. Вот, ну, как я себе это вижу, и буду рада услышать какие-то, может быть, ваши мнения на этот счет. Вот первый какой-то тезис, который я для себя сформулировал, что сегодня журналист не только создатель текстов. Ну, я вот предложила цитату, но можно это все сказать и своими словами. На своем личном примере я бы так сказала, что сейчас журналист, мне кажется, не может ограничиваться только писанием текстов, но я скажу так, это просто может быть скучновато, да, ты ходишь и только пишешь, и ходишь, и пишешь, но ты получаешь ведь опыт какой-то дополнительный, когда ты наблюдаешь за деятельностью артистов на сцене, ты их анализируешь, ты видишь какие-то ошибки, да, и возможно, есть какая-то потребность на полученном опыте попробовать себя в продюсировании, в кураторстве, в сопровождении концертов, в работе какого-то видеоблогера, например. Тем более, что новые медиа предоставляют для этого огромные возможности. Да? Твоя страница в соцсетях, ты можешь выступать как независимый эксперт, выбирать самостоятельно все культурные события, которые хочешь оценить. Ну вот как я делаю в последнее время, я прихожу, делаю какие-то короткие видео на телефон. Слава богу, камеры сейчас такого качества в телефоне, как говорит моя коллега Елена Ворошилова, телеканал «Культура», вот она просто специализируется на видеорепортажах, сделанных на телефоне. Вот. И, собственно, ты становишься не просто сотрудником какой-то газеты, а фигурой влияния таким образом, да, и мне кажется, сегодня это очень важно. Вот я нашла такой пример. Мария Холкина, довольно известная в Москве девушка, руководитель сектора развития рекламных и информационных технологий Московской филармонии, которая еще 10 лет назад создала собственный портал, ну, называют просветительский проект о классической музыке. И вот как раз это хороший пример, поскольку мы говорим о культурной журналистике, как бы, ну, в самом широком смысле, да, то есть вот приходит человек, который должен писать и об академической музыке, и о народной, и о музейном деле, и о выставках, то есть, ну, вообще, и о кино, и везде как-то выступать более-не-менее компетентным экспертом, мнению которого должны доверять читатели, потому что все-таки главная задача журналиста — это формировать прежде всего какие-то ориентиры, ну, как я это вижу, ориентиры в обществе. То есть мы не пишем для артистов, да, не пишем для директоров театра, это как бы сопутствующие читатели. Они, конечно, нас читают, они иногда обижаются или, наоборот, благодарят за поддержку, но все-таки мы должны ориентироваться на очень широкий круг людей, которые, прочтя нас, решат, я должен это увидеть, или не дай бог мне прийти в этот театр, да, то есть вот самый широкий спектр каких-то реакций, которые может возникнуть. Вот, и вот Мария Холкина, сейчас она ведет в Московской филармонии очень интересные просветительские проекты, направленные на молодежную, прежде всего на молодежную аудиторию. Проекты, которые посвящены вопросам, как слушать музыку, что я понимаю в музыке. И вот она пишет, что она по образованию журналист, но занимаясь в Московской филармонии, во флагмане, да, академической музыки в России, у человека нету специального музыкального образования. И вот она такой автодидакт, который занималась собственным самообразованием и как бы для своего образования и попутно для таких же людей, вот как она сделала этот портал и сделала целый ряд роликов, которые были нацелены на такую вот просветительскую работу. Я вам сразу хочу показать один из примеров. Сейчас, секундочку, мы их найдем.
в ссылках. Вот откройте браузер, и там слева первая ссылка. Так, открываем браузер. Слева бахта. Да. Вот это интересный такой пример. Значит, пример, кстати, семейного подряда. Да? Здесь она рассказывает, что она попросила своего отчима, профессионального музыканта и педагога, записать довольно много. Есть вот этих видео, как бы, подкастов. Как это сделано? Звучит самое известное сочинение Баха. Самое известное произведение Йоганна Себастьяна Баха. Органная токката и фуга ре минор. Если человек даже знает одно произведение из Баха, то с большой вероятностью это именно наша токката и фуга. И ее, пожалуй, можно считать даже эпиграфом ко всему баховскому творчеству. Бесспорно, эта композиция своей популярности заслуживает. Вот только эта бесспорность вызывает желание приглядеться к ней поближе. Ведь интересная история. Токката, да, токката. Произведение первоначально для клавишных инструментов. Итальянское «токкаре». Трогать, прикасаться именно к клавишам. Ну и так далее. Ну, то есть вы понимаете, что уровень разговора, ну, самый серьезный, да, то есть без каких-то таких популистских моментов, аналогии со «Звездными войнами» и так далее. То есть это действительно такой серьезный образовательный подкаст для желающих погрузиться в историю музыки, в историю создания произведения и получить, ну, достаточно фундаментальные знания. А с другой стороны, она же сделала другой аудиоподкаст «Как полюбить оперу». И здесь она беседует с такой довольно известной девушкой в наших узких кругах, Варя Турова. Она довольно долго была журналистом, музыкальным обозревателем в газете «Коммерсант». Вот, довольно скандальным, кстати, обозревателем. А потом она открыла в себе дар певицы и стала профессиональной певицей, насколько это возможно в данном случае. И вот, например, разговор об опере «Кармен». АБЦ, Аида, Богема, Кармен, самые исполняющиеся в оперных театрах названия. Вообще в оперной индустрии принято называть не опера, а название. Скажем, режиссеры друг другу говорят, над каким названием ты сейчас работаешь, я с ним делал это название, мы долго искали название, это такой как бы сленг. Вот это 3 самых популярных, самых продаваемых названия из всех, поэтому... И все они о женщинах. И, ну, вообще все оперы о женщинах, ну, кроме, может, оперы Билли Бат и еще парочки, буквально. Накануне 8 марта мы записываемся, выйдем, конечно, не позже, такой флёр феминности у нас будет присутствовать. Не феминности, а я бы сказала оголтелого махрового феминизма в этот раз. Просто такого, знаешь, вот прям по максимуму. Ведь это совсем другой стиль. Это стиль такой вот диджей на радио, да, на такой большой популярной радиостанции, для людей, которые слушают это все в машине на радио, да, это идет таким фоном, но такой цепляющий разговор вокруг о чем-то, да, пока не дойдут до сути этой оперы, еще пройдет достаточно много времени, вот на таком специфическом сленге. То есть совершенно вот другая полярная сторона популяризации академической музыки. Значит, возможно и то, но и другое, везде есть своя целевая аудитория. То есть здесь мы начинаем понимать, на какую аудиторию мы хотим работать. Вот, возвращаясь к нашей презентации. Ну вот я составила как бы этот список того, чем может заниматься на самом деле журналист, помимо рецензирования каких-то культурных событий. Я вот скажу, что, например, ну, вот как раз первым я еще, пожалуй, наверное, не занималась. 2, 3, 4 занимаюсь активно. И скажу, что вот, например, кураторство сейчас очень востребованная история, потому что когда вот сейчас мы говорим, что театры
и какие-то институции становятся менеджерскими, то есть роль художественного руководителя уходит на второй план, на первый план выходят директора, менеджеры, продюсеры. На самом деле у всех у них есть советники, так сказать, как минимум, да, а иногда все советники, которые на самом деле играют определяющую роль в художественной политике этих организаций, которые обладают специфическими знаниями в той или иной области. Потому что вот на своем примере скажу, что я уже 4-й год сотрудничаю с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан, которым руководит Александр Сладковский. Это очень известный коллектив. И вот, когда Александр Витальевич захотел сделать на базе своего оркестра органный фестиваль, он обратился ко мне как к профессиональной органистке. У меня есть вторая профессия, связанная уже с исполнительством, с просьбой помочь им разработать и найти репертуар, потому что это совершенно такая неочевидная история. Тем более они хотели сделать именно концепцию орган и оркестр. То есть орган, чтобы не соло играл вам токкаты, фуга, ре минор, а играл с оркестром, а это уже совершенно особая история. То есть это поиски очень редкого репертуара, потому что традиционно ограничиваются ровно 2 названиями. И вот мы уже 4-й год сотрудничаем. И это очень интересно и им, и мне, и главное публике в Казани, которая этот фестиваль немножко даже к моему удивлению, но и к огромной радости воспринимает на ура. Могу вам просто сказать от концерта открытия, который прошел буквально неделю назад, где я принимала участие, содержал такую программу. Вы мне ответите, вы бы сами пошли на нее или нет. Значит, была скифская сюита. Программа называлась «Великий шелковый путь». Значит, скифская сюита Прокофьева, мировая премьера Эльмира Низамова, молодого замечательного татарского композитора, органного концерта «Великий шелковый путь». И во втором отделении сюита Холста, это английского композитора 20 века, которая называлась Бенни Мора, это алжирская такая сюита, и 6 этюдов для органа и струнных Бориса Чайковского. Видите, программа, супер, так сказать, эксклюзивная, совершенно непопулярна. Я была, честно, потрясена в хорошем смысле, когда увидела, что sold out, то есть все билеты проданы. То есть я правда не ожидала, потому что я понимала, что я предложила программу, которую очень сложно как-то, наверное, продавать. Там, в республике и в Казани, есть доверие уже к оркестру, к фестивалю, к участникам. То есть в какой-то степени люди идут просто потому, что они хотят присутствовать на этом событии и априори доверяют, что это будет очень классно. И действительно, надо сказать, что с успехом все воспринималось. И, конечно, как важно воспитывать свою аудиторию, которая готова тебе довериться и пойти даже на что-то совершенно неизвестное. Хотя считается, что сейчас, в наши времена, люди хотят слышать что-то узнаваемое, проверенное, не тревожить свое сознание. Но видите, такие немножко ярлыки на самом деле разбиваются о практику рукотворную. Ты сам создаешь какую-то так сказать, культурную почву, и сам формируешь это общественное мнение, сознание и так далее. Так, возвращаемся сюда. Сопровождение концертов. Это тоже очень интересная область. Если уйти от представления, что это сопровождение, это такая нудная лекция человека, который выходит с бумажкой и начинает тебе сведения из Википедии рассказывать, кто когда родился, учился, написал 150 произведений, и сейчас мы услышим эту сверкающую медь, эти блестящие струны и так далее. Да? То есть то, что вы на самом деле сами можете легко, открыв Google, прочесть за 2 минуты перед началом вашего события. Сейчас есть совершенно замечательные ведущие концертов. Я могу назвать своего коллегу, главного редактора журнала «Музыкальная академия» Ярослава Тимофеева, который блестяще ведет концерты, именно предлагая авторский взгляд
свои какие-то ассоциации, свое, так сказать, видение музыки, которая будет звучать, рассказанный прекрасным языком, без всяких бумажек, но это человек, обладающий, предположим, особой фотографической памятью. Вот скажу, что я, например, тоже люблю вести концерты, но больше это не является моей, так сказать, какой-то основной деятельностью, в отличие, скажем, от Ярослава. Но я часто и охотно веду свои собственные концерты. Во-первых, потому что мне интересно общаться с аудиторией для того, чтобы людей как-то сразу зацепить, и чтобы они слушали музыку, которую я играю, как бы моими ушами, глазами, и были настроены со мной сразу на одну волну. Для этого важно им рассказать, зачем ты играешь эту музыку, почему ты решил вот эти произведения соединить в этом концерте между собой, что это дает. То есть это тоже не лекция, это какой-то, ну вот, мой такой диалог, приглашение в мой какой-то внутренний мир. И надо сказать, что это очень помогает устанавливать контакт. Я знаю, что здесь, в Уфе, например, так поступает Дмитрий Крюков, руководитель, главный дирижер симфонического оркестра. Я, так сказать, сама слушала, как он тоже общается с аудиторией. И вот понимая, зачем он это делает. У него есть потребность, ну и просветительство, и таким образом как бы вот быстрого сближения дистанции между оркестром и между публикой. И вот по его словам, я тоже знаю, что он мне сказал, здесь публика, ей все равно, она придет и на симфонию Шостаковича, и на симфонию Брукнера, и на симфонию Чайковского. То есть нет разницы, он мне сказал, что вывесить на афише. То есть вот как бы элемент доверия и желания общения с этими артистами, да, это очень важная тоже, так сказать, воспитательная функция для того, чтобы академическая культура, она как-то продвигалась и расцветала плодотворно. И все это делается как бы нашими, вашими руками. Ну, вот разновидности: журналист, пиарщик, SSM-менеджер и пресс-секретарь. Да, вот наши все, так сказать, разновидности нашей специальности здесь в вашем лице представлены. Но вот на мой взгляд, в чем разница? Ну, кроме какого-то чисто функционала, разница в том, как мы устанавливаем коммуникацию с аудиторией, да, с которой мы общаемся. Ну, как журналисты, это самая очевидная вещь. Мы высказываем свое мнение прямое и таким образом как бы его предлагаем в качестве какого-то художественного ориентира. Пиарщик, но у него другая задача. Он должен как-то продать, помочь артистам продать свой продукт. Не финансово, а имиджево прежде всего, да, то есть финансовые последствия, они как бы вторичные, они могут быть или не быть, но имиджевая сторона вопроса тоже очень важна. Иногда, может быть, коммерчески это не так хорошо развернется, но имиджевая сторона может перевесить да, коммерческую составляющую. Это тоже важно понимать, да, какие-то основания разных проектов. Не все нужно, так сказать, измерять деньгами, как говорится. Вот. И здесь для пиарщика, ну вот с моей точки зрения, очень важная вещь, что человек должен ну, как-то верить в то, что он предлагает слушателю, да, потенциальной аудитории. То есть человек сам должен быть влюблен в тех артистов, которые он продвигает. Невозможно как бы думать одно, а при этом, так сказать, ну, извините, втюхивать совершенно какой-то там залежалый товар, как говорится, или некачественный спектакль, или не очень интересных музыкантов и преподносить их как каких-то потрясающих звезд. Потому что, ну, показывает опыт, ничем хорошим это не заканчивается. Публика все равно приходит в зал, она видит артистов, которые выходят на сцену и совершенно могут не соответствовать тем, так сказать, блестящим характеристикам, которые пиарщик, значит, соорудил в интернете, и потом, но он никогда не вернется второй раз на таких артистов. Будут какие-то негативные отзывы в соцсетях сейчас, да, вся эта коммуникация в интернете сразу разносит, как сарафанное радио, мнение публики. Поэтому очень важно, чтобы ну вот,
пиарщик это был как бы член команды, который действительно нашел своих артистов и работал не только за зарплату, но и, так сказать, за идею, как член команды, да, по-другому не могу сказать. Но менеджер – это работа в соцсетях, это, конечно, предполагает очень хорошее понимание вообще специфики разных соцсетей. Мы понимаем, что в Телеграме одного типа подачи информации, скажем, в соцсетях ВКонтакте это другой стиль подачи информации. И это особое какое-то направление, которому, если журналист хочет, есть склонность этим заниматься, этому надо как-то учиться, осваивать. Вот у нас проходит проект «Журналистские читки», это такой всероссийский семинар для молодых журналистов, трехдневный, который проводит журнал «Музыкальная жизнь» вместе с Союзом композиторов. В прошлом году мы как раз приглашали одного очень интересного специалиста в этой области, Эдуард Корягин из Петербурга, но который ведет в соцсети очень многих довольно крупных музыкальных институций, как Союз композиторов России, как фирма «Мелодия». И вот он делился своими взглядами на ведение телеграм-каналов. Причем у него есть вот свой ярко выраженный стиль. Если вы найдете в Телеграме Союз композиторов России или фирма «Мелодия», вы сразу поймете, у него акцент на просветительско-образовательный момент. То есть там есть такие новостные блоки, какие концерты, какие новинки вышли, но огромное количество таких постов, посвященных, не знаю, например, продвижению творчества Альфреда Шнитке. Он выбирает какой-то аспект, предлагает ответить на вопросы аудитории, проводит всякие опросы, предлагает, например, в какой-то момент композиторам присылать ссылки на собственные сочинения определенного рода, чтобы публика пообсуждала их. То есть это, надо сказать, прям виртуозная, ювелирная работа по тому, как людей, например, втянуть в пространство новой музыки. Я скажу, что у Союза композиторов там, по-моему, 7 или 8 или даже уже 9 тысяч подписчиков. И надо сказать, что это, я считаю, серьезный успех на самом деле. Пресс-секретарь. Пресс-секретарь – это такой, надо сказать, человек, который должен угодить всем. Своему начальству, с одной стороны, журналистам, с другой стороны, удовлетворить самые какие-то невероятные требования, внезапные запросы. В 3 часа ночи пришлите мне срочно эти фотографии, в 6 утра организуйте мне, пожалуйста, интервью с вашим руководителем. При этом человек должен быть френдли, он должен быть дипломатом, должен, так сказать, быть очень организованным. То есть это тоже своя специфика. Вот сейчас был фестиваль, зимний международный фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета, и у нас там был специальный круглый стол о взаимоотношении пресс-секретаря с журналистами, с аудиторией, и вообще, так сказать, вот об этом всем функционале. Довольно, так сказать, была интересная дискуссия. Например, можно ли отлучать журналиста, который не очень хорошо написал о коллективе или о концерте, значит, от, так сказать, вообще, от деятельности этих артистов. Вот, так сказать, например, пресс-секретарь фестиваля Башмета сказал, что мы аккредитовываем журналистов, мы привозим их в пресс-тур в Сочи, это немалые деньги на самом деле, привезти, разместить, кормить, неделю там можно сидеть, радоваться погоде, набережной, культурным событиям. А при этом кто-то потом напишет, что-то весьма критичное или еще как-то, И Виктория Иванова, пресс-секретарь вообще русского концертного агентства Юрия Башмета, сказала, что, как правило, в 99 случаях из 100 мы никого, так сказать, не снимаем с аккредитации, мы стараемся выстроить диалог, но только на условиях какого-то все-таки культурных оценок. То есть, вы можете критиковать, но тон этих публикаций, профессиональная аргументация должна присутствовать. То есть
Ты можешь иметь свое мнение, ты можешь его высказывать, как, так сказать, ты считаешь нужным, но соблюдая все-таки цивилизованные формы общения. Написать это было ужасно, и через 10 минут надо уходить. Да, это не совсем профессиональный как бы стиль изложения, ну, да, своих впечатлений. Вот. Плюсы и минусы профессии журналиста. Ну, это, так сказать, вот чуть-чуть с юмором я написала, что первое, это интересно. Мы постоянно действительно что-то узнаем новое, у нас есть возможность попасть практически на любое эксклюзивное событие. Все хотят видеть журналиста, получить оценку своему событию, и в этом смысле, ну, возможности неограниченные бывают. Возможность выразить себя. Действительно, я считаю, что у меня не работа, а творчество. Безусловно, вот это идеальное совпадение того, что ты как бы живешь в своей профессии, получаешь удовольствие, сам развиваешься, потому что ты все время что-то видишь новое, все время что-то узнаешь новое, учишься где-то на ходу, ну, свои знания расширяешь. Кроме того, действительно, журналист может сам, так сказать, выбрать стиль изложения, ну, как бы немножко почувствовать себя писателем, Тургеневым иногда, да, вот, то есть, как бы, ну, поиграть со стилями, со словом, это тоже, так сказать, интересно. Третий пункт, немаловажный, возможность прославиться, да. Если ты действительно эксперт, и как-то, так сказать, умеешь интересно, весомо, аргументированно высказать свое мнение, то достаточно быстро такой человек становится, в общем, очень востребованным и действительно, ну, так сказать, получает какую-то, так сказать, долю своей славы наряду с артистами, о которых ты пишешь. Ну, вот я скажу, что из таких немножко как бы прошлых времен я начинала свою деятельность в газете «Культура». Примерно в начале 2000-х годов это было достаточно влиятельное издание, но это бывшая советская культура, потом, значит, да, она стала просто культурой. Сейчас, к сожалению, эта газета почти сошла на нет, стала ежемесячной, то есть, ну, превратилась в альманах. Тогда она выходила чуть ли не дважды в неделю, был такой период. Вот. И я там писала разные рецензии, от подвала до некролога, как говорится. Вот, была, ну, молодым таким рьяным автором. И один раз приехала в Нижегородскую консерваторию, ну, по педагогической уже линии. И я приехала очень рано, мне в 8 утра там оставили ключ ну, в общем, от чего-то, я не помню, от класса или от какого-то помещения, куда я должна была зайти. А ключ у вахтера. Я пришла и сказала: здравствуйте, вот меня зовут там Евгения Кривицкая, мне тут ключ должны были оставить. Он сказал: вы Евгения Кривицкая? Да, вы пишете в газете «Культура»? Я страшно удивилась, говорю: да. И, значит, вахтер мне сказал: знаете, я читаю вашу газету, читаю ваши статьи, я ничего не понимаю, но доверяю вам. Вот, и я поняла, что в этот момент я себя почувствовала почти Аллой Пугачевой, если честно. Вот, ну, сейчас уже, наверное, на это рассчитывать не приходится, вот, но это было приятно, знаете, приятно, потому что ты понимаешь, что вот она твоя аудитория, да, то есть ты пишешь не в какую-то пустоту, не каким-то абстрактным людям, а вот люди, которые действительно пытаются, ну, как-то вот какие-то сформировать для себя ориентиры, направления в культуре, и это очень важно. Возможность изменить мир. Ну, это немножко, может быть, не совсем к культуре конкретно относится, хотя я хочу сказать, что у меня бывали случаи, когда я брала интервью каких-то там, ну, дирижеров, известных персон в области культуры, и когда это был такой не очень формальный диалог о каких-то вещах, вот мне удавалось, например, как-то достучаться до артиста, ну, выразить какое-то свое мнение, может быть, какое-то предложение, касающееся в контексте его деятельности. И мне было потом, ну, очень приятно видеть, что какие-то мои идеи падали на
так сказать, ну, вот на эту почву, и я там видела в дальнейшем в деятельности артиста, что вот он воспользовался какими-то моими оценками, предложениями, и это очень важно. Ну, потому что на самом деле, если складывается диалог, вот в диалоге и рождается та самая истина, и мне кажется, это очень важно. Ну, потому что важно всегда со стороны какой-то взгляд доброжелательный, независимый, который артисту может что-то подсказать. Вот, и если он тебе доверяет и считается твоим мнением, это очень важно. Но, конечно, для этого нужна какая-то компетенция. Вот мне рассказывали коллеги, одна молодая журналистка пришла к известному артисту Константину Райкину и сказала: ой, простите, пожалуйста, а как ваше отчество? Он сказал: знаете, до свидания, разговор закончен. Да, то есть если вот как бы диалог идет на таком уровне, слушать вас никто не будет, ни за что. А среди минусов профессии: высокий уровень стресса, безусловно, ненормированный график, это точно, большая конкуренция, это правда, эмоциональная перегрузка, психологическое напряжение, а также ответственность за любые слова. Да, то есть мы действительно несем ответственность, вплоть, кстати, до административной, уголовной, поэтому знать наше законодательство на всякий случай тоже хорошо, и следить за тем, что вообще, собственно, происходит вокруг нас. Мы не в вакууме живем, и это тоже очень важно. А вот сейчас хотела бы, может быть, сделать небольшую паузу в своем монологе и спросить, есть ли у коллег какие-то мнения альтернативные, дополняющие или вопросы, чтобы у нас был какой-то, так сказать, вот интерактив. Друзья, давайте не тушуйтесь, а что-нибудь скажите мне ободряющее. У меня есть вопрос. Очевидно, что есть различия в культурной журналистике российской федеральной и региональной. Вот как себя позиционировать и как работать в регионах вот на данный момент? А в чем вы сами, Лариса, видите это отличие? Вот как вы для себя это видите? Скажите для начала. Потом я отвечу, да? Ну да, здесь понятно, что есть такие очевидные факторы, как меньше альтернатив. То есть вот есть, например, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, есть Башопера, есть ряд театров, и, собственно говоря, и, например, если говорить о гастролях, то это большая редкость, если это говорить о прям топового уровня артистах. И получается, что журналист, он находится в такой ситуации, ну, когда, в принципе, практически... Не о чем писать? Да. Ну, не то, что не о чем писать, а очень, ну, как бы создается впечатление, что это практически одно и то же, только названия меняются. Ну, это как бы на самом деле так. Ну, значит, смотрите, давайте подумаем, какие вы задачи себе ставите. Например, вы ставите задачу максимально продвигать свой собственный коллектив. Вне зависимости, выступил ли сегодня с вами звезда первой величины Владимир Спиваков, либо выступил юный музыкант из Башкортостана откуда-то, либо солист вашего оркестра в качестве солиста, да, либо это вообще просто какая-то, так сказать, интересная программа. То есть вам важно продвигать собственный коллектив. Ну, что я могу сказать? Все любят какие-нибудь... Дайте нам образец, мы с него спишем и сделаем точно так же, да? Ну, какой есть образец? Есть интересный образец в виде оркестра «Музыка Этерна» и Теодора Курензиса. Как они... Можно посмотреть и проанализировать, как они выстраивают свою новостную повестку. Да, потому что они являются, безусловно, ньюсмейкерами, надо сказать, в нашей культурной жизни. Вот я могу сказать по соцсетям журнала «Музыкальная жизнь», самый большой трафик и охват читающих – это Теодор Курензис и его оркестр.
только ты вывесил про эту новость, у тебя там тысячные просмотры сразу подскакивают, все хотят почему-то про это узнать. Хотя новость может быть, ну вот высосанная из пальца, не знаю, что они там поедут в Нижний Новгород и сыграют уже в 10-й раз программу из сочинений Чайковского. Да, но вот, то есть вам, мне кажется, здесь нужно понимать целеполагание. Вот вы продвигаете свой оркестр, значит, нужно находить какие-то все равно ракурсы в ежедневной деятельности оркестра. Кстати, я слежу за вашим телеграм-каналом, в общем, в достаточной степени это происходит. Есть какие-то видеоролики, что-то может происходить, или можно сделать постановочную историю с репетицией. Как-то интересно это подать, потому что людям всегда интересна какая-то кухня. Можно изобрести какие-то поводы, не знаю, закупка нового инструмента, не знаю, заказ специально нот, проведение репетиций в каком-то необычном месте. То есть разрабатывать такой медиаплан событий. Пусть они будут не на федеральном уровне, но для вашего уровня это все равно будет какая-то событийность. И, так сказать, я не знаю, раз в неделю, чтобы какое-то событие происходило для, так сказать, общественного обсуждения. Вот мне кажется, таким образом, неважно, кто будет с вами выступать, если уже, наконец, звезда какая-то подъедет, прекрасно, значит, здесь можно усилить какие-то, так сказать, информационные вбросы на эту тему. Поэтому здесь вот, ну, просто надо сесть и как-то креативно подумать, что можно извлечь из текущей деятельности того или иного коллектива. Ну, мы взяли сейчас ваш оркестр, но это не обязательно. Это может быть и музей, и театр, и всегда найдется. Ну вот последите, например, за афишей Большого театра, за сайтом. Каждый ввод нового артиста в текущий спектакль, у них вывешивается обязательно новость. Любое там получение звания, премии, поездки артиста на гастроли в соседний театр, по контракту, это все равно какая-то маленькая, но важная новость из жизни театра. Да? Вот, поэтому здесь просто нужно, так сказать, активизировать собственный креатив. Ну, вот как-то так. Так, еще что? Еще у меня вопрос. Да. Тоже какое-то время назад у нас в Уфе была такая среди блогеров и, может быть, тоже ряд журналистов знает, типа, как попасть в топ ТАСС и Интерфакс. Вот как учреждению культуры попасть в топ новостей ТАСС и Интерфакс? Ну, я не знаю, как попасть в топ новостей ТАСС. Нужно, наверное, с кем-то познакомиться в ТАСС, выстроить коммуникацию, и люди будут печатать ваши новости. Ну, так, например, вот делает пиар-служба Московской консерватории. Просто банально наводит мосты, да, и заинтересовывает людей. Ну, как, это выстраивание коммуникации, да, предположим, как обычно пресс-секретари коммуницируют между собой, чисто бартером, да, я тебе смогу предоставить билеты на наше событие, а ты там опубликуй о моем событии или еще как-то. Ну вот, мне кажется, здесь исключительно человеческий фактор и профессиональная такая цеховая поддержка. Поэтому, конечно, профессия пресс-секретаря в данном случае, мы говорим именно, так сказать, об этой уже стороне деятельности, она предполагает очень активное общение. Вот вы меня спросили, как, так сказать, продвигать коллективы. Но вот я по своему опыту, например, если мне нужно продвинуть какое-то событие, свое иногда, ну, свои собственные концерты, да, поскольку я сам себе как бы пиарщик получаюсь, либо каких-то, так сказать, коллег-артистов, которые ко мне обращаются, это всегда на дружеских основаниях, да, я пишу заведующему отдела культуры в одной газете, обозревателю в другой газете, на радио в третьем месте. Говорю, друзья, вот такое событие, можно я вам кину, пришлю, да, еще что-то такое. Вот. И здесь важно, чтобы люди были в тебе заинтересованы в обратную степень, иначе ничего не получится. Вот. Поэтому здесь только это уже чисто человеческий фактор.
влияет. Спасибо. Вот, поэтому общайтесь, друзья мои, это очень важно. А вы сидите, молчите, со мной не дружите. Так, давайте. Можете назвать какие-то фамилии известных театральных обозревателей сейчас? Театральных? Да, вот именно о театре, о культуре кто пишет. Кто на слуху сейчас? Ну, я с драмой мало общаюсь, да, я общаюсь как бы, ну, все-таки с музыкальной стороной. Ну, вот по авторам, которые у нас в журнале. Это прежде всего авторы, у которых есть свой собственный персональный стиль подачи материала, да. То есть здесь важна не только оценка, а некая, так сказать, упаковка внешняя. Мне очень нравится, как пишет Анна Гордеева, прежде всего о балетных событиях, но и не только, иногда она пишет и там немного об опере, то есть у нее балет и современный танец. А вот давайте мы, так сказать, не будем голословны, а сейчас откроем сайт нашего журнала и просто, например, возьмем любую ее статью. Сейчас, секундочку. Так, сейчас. Вот. Откроем сайт нашего журнала и откроем ее статью, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Анна Гордеева, она сейчас заместитель главного редактора Петербургского театрального журнала. Она эксперт многолетней «Золотой маски», то есть человек очень такой насмотренный. Ну вот, например, она чудесно пишет, делает заголовки, например, «Полный назад». Уже, вот, понимаете, да, уже ты, видя этот заголовок, хочешь неодолимо узнать, что там происходит. Либо, ну, такое, например, может быть, «Триумф нимф, любовников и минотавров». Да? Про что это? Это про гастроли Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона. То есть вполне себе, так сказать, уважаемая институция. Но вот, то есть уже важно даже заголовок придумать, и это уже половина успеха твоей статьи. Но кроме того, человек вот видит здесь, да, видите, здесь уже отсылки к 2011 году, то есть человек уже многолетне наблюдает процессы, которые происходят. Вот. Сейчас я открою какой-нибудь ее такой хлесткий текст. Ну вот, например, такой. «Ловись, премия большая, маленькая». Это оценка конкурса артистов балета, который проходил, по-моему, в прошлом году. Сейчас попробуем найти какой-нибудь... Ну, не знаю, но вот по поводу стилистики. Пара демонстрировала, это идет про оценку какой-то танцевальной группы, пара демонстрировала идеальное взаимопонимание в танце. Было понятно, что вот эти Жанна и Филипп идут брать штурмом Королевский дворец, не ссорясь по поводу того, по какой лестнице подняться. А эти Маша и Принц, ну это понятно, что щелкунчики, в равной степени согласны быть декоративными игрушками. То есть, видите, здесь есть сразу какие-то метафоры, аналогии, достаточно, это, так сказать, хлестко написано, но не, это не вода, а это все-таки какие-то очень довольно конкретные вещи, ну и так далее. Значит, вот этот автор. Есть Алексей Васильевич Парин, очень известный театровед, либретист, переводчик, кстати, один из наших известнейших еще с советских времен, который тоже, так сказать, пишет, он больше пишет об опере, читает много лекций, связанных с историей оперы, на Дягилевский фестиваль его часто приглашает. У него есть свой какой-то стиль изложения, он более такой, я бы сказала, провокационный. Но вот давайте посмотрим на его тексты, предположим. Да. Вот у нас в журнале мы иногда делаем такую подборку под названием «Критик-чат». Мы знаем, что такое чат в соцсетях, да, вот идут прям комментарии друг за другом. И вот мы иногда на спорные
театральные премьеры, балетные или оперные, делаем такой вот чат критиков. То есть собираем 4, 5, 6 мнений, желательно, чтобы это были какие-то полярные мнения, так даже интереснее. И таким образом уходим от какой-то односторонней оценки или только хорошо, или только плохо, уходим от необходимости поссориться с этим театром, потому что мы представляем как бы веер оценок очень уважаемых критиков, и тут уже как-то обижаться глупо. Сами такой спектакль поставили, так чего уж, да, теперь надо сидеть и просто, так сказать, говорить спасибо, что поругали, но не раздолбали. Но вот была, значит, только что не самая свежая премьера Большого театра в Москве. Опера «Аскольдова могила» Верстовского. Это такая музейная редкость. Опера, которая предшествовала опере «Иван Сусанин Глинка» и долгое время считалась почти первой русской оперой тоже. И вот, наконец, ее забыли лет на 60, как минимум, и, наконец, решили возобновить и, так сказать, ну, показать, вот с чего начинался русский оперный театр. Ну вот с моей точки зрения постановка, честно говоря, оказалась достаточно спорной, просто потому что она была чисто иллюстративной. То есть там люди какой-то, так сказать, на стыке зарождения христианства на Руси, то есть это какие-то там много-много тысячелетней давности события, и вот они все у вас на сцене, те стародавние времена, без всякой какой-то, ну, даже иронии, а впрямую эти люди ходят, говорят на старославянском языке, и ты смотришь на этот невероятный винтаж и думаешь, батеньки свет, куда ты попал? То есть даже все мультфильмы типа «Князь Владимир», они меркнут, да, по сравнению с этим, потому что там все-таки есть хоть какой-то ироничный момент. Здесь просто вот все впрямую как есть. И вот эта Аскольдова могила, то есть это холмик с крестом, стоит у тебя прямо на переднем плане весь спектакль. Как-то очень нехорошо тебе становится периодически от этого вида. И вот что написал Алексей Васильевич Парин. «Я мечтаю о возрождении забытых шедевров, в кавычки, освоения Доклинкинской оперы. Очень горевал, когда гостиный двор в Большом изъяли из проката». Но это Санкт-Петербургский гостиный двор, это тоже одна из ранних опер. Радовался, когда... И вот теперь Аскольдова могила. Что он пишет? «Спектакль нам показывает жуткий, на сцене нет места ничему живому. Полагается опытному критику уйти через 10 минут. Но что-то меня от этого удерживает, хотя и то, как сама музыка звучит, тоже не радует. Меня привлекает материал, в нем тихо-тихо открываются и приколы действия, чудесная была бы комедия, и занятные мысли в музыке, и даже какая-то общая заковыка». Ну вот смотрите, значит, поскольку речь идет о старославянском языке, автор сразу вводит какие-то, так сказать, такие вот мудренные слова сюда, да, так сказать, соответствуя в стилистике своей рецензии материалу. Это очень, так сказать, интересно и важно, да, то есть суметь как-то вот, так сказать, быть на одной волне с тем, что ты оцениваешь. В каком-то другом случае у него будет, соответственно, какой-то другой немножко стиль изложения. С другой стороны, он пишет таким довольно бытовым языком, так как мы с вами бы на кухне сели и стали обсуждать спектакль. С третьей стороны, честно, конечно, я не знаю, что думал режиссер, когда он прочел фразу «спектакль нам показывают жуткий». Это, конечно, можно сразу прединфарктное состояние получить. Но, с другой стороны, все-таки он как-то удерживает этот баланс. С одной стороны, жуткий, но не ухожу, но досматриваю до конца, да. То есть здесь нужно вот как-то филигранно пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, он хочет впрямую высказать свое мнение, с другой стороны, все-таки немножко ложечка меда в бочку дегтя пускается, чтобы, ну как-то артистов подбодрить и не до конца их расстроить. Ну, то есть, в общем, здесь, смотрите, очень много моментов, которые требуют обдумывания, когда ты пишешь.
То есть это не работа на коленке, это такая же работа, как у писателя, не знаю, сценариста. То есть ты должен выбрать стиль, понять, как ты выразишь свою мысль, выстроить какую-то структуру этого текста, чтобы осветить разные аспекты постановки. Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, нужно владеть какими-то навыками профессиональными, то есть знать, как это делать на самом деле. С другой стороны, вот работа над стилем, над языком, да, здесь достаточно дальше будет богатый язык и так далее. Вот. Поэтому, знаете, мы можем разбирать много таких авторов. Я всегда своим коллегам советую побольше читать разных рецензий, именно рецензий, не копипасты, как я вот сегодня позволила высказаться в высоком собрании, которое у нас было перед, о том, что я очень расстраиваюсь, когда вроде бы охват событий очень большой, различные порталы, информационные ленты освещают то или иное событие, но ты читаешь там один и тот же текст, это пресс-релиз, переписанные, иногда даже не переписанные, а просто скопированные от пресс-секретаря. Какая ценность в этом охвате? Нулевая, потому что нет никакого собственного взгляда, нет никакой оценки, даже попытки оценки, нет никаких расставленных акцентов. Если качественный пресс-релиз и автор сам как-то там для себя свои оценки расставил, значит, они такими и будут, но все-таки хочется всегда, чтобы событие было как-то со своей точки зрения представлено. Это очень важно. Поэтому я ратую за то, чтобы, когда вы пишете, вы все-таки свой какой-то авторский взгляд включали. Особенно это обидно, когда журналисты приходят уже, смотрят этот спектакль или концерт, вроде присутствуют, вроде свои впечатления получают, а все равно потом пресс-релиз. Мне кажется, то ли все боятся как-то высказаться, то ли это такие инерционные процессы, то ли это просто нежелание напрячься. Не знаю, в чем проблема, может быть, кто-то из присутствующих поделится своими наблюдениями, мне будет интересно. Но в любом случае журналистику такой подход не двигает совсем. Так, давайте. Из ваших слов правильно ли я поняла, что вы считаете, что журналист, кстати, в материале о каком-то событии, которое уже прошло, должен обязательно высказывать свое мнение и свою оценку. Да? То есть вот из серии, грубо говоря, понравилось, не понравилось или что понравилось. Я считаю, что это желательно. Даже если у вас, например, текст в жанре репортажа, да, где прямая оценка не предполагается. Но в жанре репортажа даже так, как вы скомпонуете то, что вы увидели, это уже будет в каком-то смысле оценкой. Все равно, я скажу так, если вы будете писать текст, вначале вышел глава республики и произнес приветственную речь. Потом вышел дирижер и в свою, так сказать, очередь поблагодарил, так сказать, главу республики за поддержку деятельности оркестра. В первом отделении прозвучала симфония Шостаковича, а во втором отделении прозвучала симфония Чайковского. Публика горячо приветствовала каждый выход артистов. Вот я вам написала то, на что можно просто не ходить, да, просто получить сведения от пресс-секретаря, что вот такие были события, и так написать. Какая ценность в этом? Нулевая, никакая. Особенно радует всегда слова про горячие аплодисменты, стоячие овации. И что? А за что это было? Хоть какое-то, так сказать, собственное впечатление, да? Хорошо, когда, например, не знаю, выключается свет во время исполнения, или, не знаю, лопается струна, или, не знаю, скрипит педаль у пианистки, да, вот это прям концерт удался, уже можно хоть за что-то зацепиться и, так сказать, развить эту тему, но не имеющую совсем прямое отношение к искусству, к тому, что происходит. Поэтому здесь, конечно, нужно, опять-таки, смотреть, как пишут хорошие коллеги,
свои рецензии и пытаться анализировать, да? То есть не подражать, а именно пытаться проанализировать, в чем секрет качества и интереса этого текста, и попробовать самостоятельно что-то сделать подобное. Я спрашиваю к тому, что, например, если спектакль становится репертуарным, вы пришли на премьеру, и вы даете свою оценку, не кажется ли вам, что эта оценка, именно оценка, она в какой-то степени зрителей потенциально может оттолкнуть или, может быть, кого-то привлечь, то, в принципе, он только понадеялся на вашу оценку, а ему это неинтересно будет. То есть вот я вот именно об этом, что я понимаю, что да, не переписанный пресс-релиз, но... Ну давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример, чтобы это не было совсем абстрактным. Вот, не знаю, мы пришли на спектакль «Садко» в театр оперы и балета, так, это недавняя премьера. Ну вот я посмотрела, приехала аж из самой Москвы, да, на это «Садко». И, очевидно, что от меня ждут какой-то оценки. Правда же? Было бы странно, а зачем меня звать так далеко, тратить деньги на мой билет, на гостиницу, чтобы потом я написала, что опера «Садко» наконец вернулась на башкирскую сцену, ее поставил такой-то режиссер, ее продирижировал такой-то дирижер, ну и все, да, и на этом поставить точку. Все равно какая-то оценка должна присутствовать. Ну вот, например, я сейчас точно не помню, но я, например, в своей рецензии сделала акцент на зрелищную, на красочную сторону этого спектакля, как самую сильную, может быть, в этой постановке, которая сразу просто завораживает взгляд. Плохо ли, что зритель, житель Уфы, прочтя мою рецензию, что это невероятно зрелищный спектакль, придет, чтобы удостовериться в этом, и точно не разочаруется? Что в этом плохого? Не вижу. Нет, в этом, конечно, вот. Нет, я говорю не о таких оценках, я говорю о каких? Там понравилось, не понравилось. То есть вот спектакль был жуткий, что-то типа этого. Насколько вы допускаете в материале не критика такие оценки? То есть вы хотите разделить профессию журналиста и критика, да? Я даже объясню, почему. Да, давайте. То есть критик, он, на мой взгляд, по крайней мере, я могу ошибаться, если так, то поправьте, он имеет специальное образование. То есть быть музыкальным критиком без музыкального образования или и опыта работы желательно, мне кажется, невозможно. В журналистику приходят люди не все с специальным образованием, тем более, что журналист бывает профессия, когда тебя сегодня отправляют на спектакль, завтра ты едешь в поле общаться с комбайнером. И вот эта оценка будет уже, такой, на мой взгляд, лишней. Так, хорошо, я вас поняла. Значит, вот журналист, который пишет про комбайн сегодня, а завтра про Садко. Значит, ну вот вы устроились на эту работу. Не вы, а тот самый журналист, да? Если это человек, у которого 0 знаний, а он пошел на эту работу, да, ну, во-первых, как минимум с его стороны это не очень прилично брать на себя такую ответственность, да. То есть вы просто, тогда этот человек, ну, тупо зарабатывает деньги и не соответствует своим компетенциям. Либо этот человек пришел, но у него есть все-таки какое-то базовое культурное образование, и понимая, что вот ему надо писать о культуре, он как-то начинает, вот как Мария Холкина, активно нарабатывать этот бэкграунд, самообразовываться, и это совершенно было бы правильно с точки зрения человека, который пришел в малоизвестную ему область, но все-таки он должен своим, так сказать, иметь какие-то компетенции, как сейчас принято говорить на таком суконном языке формально. Значит, должны быть компетенции, либо ты не работай. Значит, кроме того, журналист, репортер, да, вот вы разделяете критика и репортера. Все равно, так или иначе, у него существуют базовые представления хорошо-плохо, но они существуют. Даже чисто на интуитивном уровне вы приходите и понимаете, что это смотреть просто невозможно. Невозможно и все, да? Значит, вы должны себе задать вопрос, что, вот в чем неудобство, почему я испытываю это неудобство, дискомфорт, находясь на этом спектакле, находясь на этом
представлении, концерте и попытаться сформулировать. Если вы понимаете, что вы по каким-то причинам не можете дать негативную оценку, значит, существуют какие-то, так сказать, инструменты профессии. Да? Вот как делается, я наблюдаю активно за новостными сюжетами, например, на разных каналах. Там репортер находит какой-то интересный, так сказать, момент. Он вокруг него выстраивает этот свой сюжет. То есть он, с одной стороны, не дает оценку всему событию, но он показывает, что там есть что-то вот интересное. Не знаю, вот в случае с Садко, если мы его берем, например, интересная коллекция костюмов, которые сделал Иван Складчиков. Против этого вообще вот никто возразить не может, потому что это любому человеку с минимальным даже культурным образованием видно, что это дорого, богато, стильно, разнообразно, что об этом можно как-то поговорить, взять интервью, краткий комментарий у художника, и он вам расскажет, какую он огромную исследовательскую работу провел, что это костюмы такой-то эпохи, такой-то стилистики, что их там 365, ни один не повторяется. Это уже, считаю я вам, пол рецензии или пол вашего репортажа, так сказать, соорудила. Да? И это действительно интересно. И это тоже очень сильная сторона этого спектакля. И кому-то, у кого нет специального музыкального образования, не очень разбирается в музыке, не понимает, хорошо или это плохо, но он интересуется модой, историей моды, историей костюма. И с этой точки зрения ему этот спектакль тоже будет очень интересен. То есть здесь нужно всегда как-то потрудиться и понять, за что можно зацепиться, и без вашего специального музыкального образования, так сказать, выйти из положения и включить хоть какое-то образование, которое, надеюсь, у данного журналиста имеется хоть в чем-то. Да? Вот. Евгения Давидовна, у нас часть коллег не только в этом зале, но есть вопросы в чате? Да, давайте. Смотрят по интернету, да. Нашу трансляцию. И вопрос, вот, собственно говоря, об образовании. Нурзия Хасанова, журналист портала Министерства культуры «Культурный мир Башкортостана». Я люблю писать о концертах и исполнителях, но не имею специального музыкального образования. Какие книги порекомендуете прочитать, чтобы повысить свою музыкальную грамотность? Вот речь шла уже о рецензиях, сейчас коллега спрашивает о книгах. Смотрите, как бы я ответила. Вот сейчас у меня совсем недавно был такой живой пример. Пример такого рода. Значит, симфонический оркестр из одного города российского поехал на гастроли в Республику Беларусь. Поехал впервые и повез такую очень классическую программу, включавшую, по-моему, первый концерт Чайковского и какую-то из симфоний Рахманинова. То есть очень такую классическую программу с очень известными произведениями. Я попросила одну свою коллегу из Минска зайти на концерт и написать мне рецензию, потому что мы хотели поддержать этот коллектив, им это было важно, это был их первый выезд, так сказать, условно говоря, за границу в наших, так сказать, непростых условиях. Она пошла и прислала мне рецензию. И, о боже мой, значит, пол рецензии, даже 2/3 занимал рассказ о том, как создавался первый концерт Чайковского, сколько там частей, что там есть главная и побочная партия, потом то же самое про Рахманинова, но еще вокруг немножко про скрепы. Значит, я пишу, зачем мне пересказывать общеизвестные истины, которые можно прочесть, опять-таки, уже не в специальных книгах, а просто в интернете, да, и про первый концерт Чайковского, и про симфонию Рахманинова. Читателю это совершенно неинтересно. Ему интересно, если идет у нас о данном конкретном случае речь, что это за коллектив приехал, чем он интересен, хорошо ли он сыграл эту программу, интересна ли эта программа в целом. То есть все-таки мы интересуемся какими-то оценочными вещами. Для этого читать книги, учебники по истории музыки
наверное, не обязательно. То есть автор может, ну, готовясь, предположим, он серьезный автор, он готовится к походу на концерт. Он может что-то, так сказать, в интернете найти про сами произведения, чтобы быть готовым к тому, что он услышит. Но пересказывать для читателя во все это совершенно не нужно. Поэтому здесь, в данном случае, я скажу так, самостоятельное какое-то слушание музыки, чтобы ну, повысить свой культурный уровень и понимать все-таки, хорошо или плохо играют оркестры, да, это нужно, но это нужно, если ты специализируешься уже вот в этом вопросе. Но когда ты приходишь на концерт, ты должен по факту сориентироваться и оценить, и иметь, как сказать, ну, какую-то фразеологию, чтобы суметь это словесно изложить так, чтобы это не было наивно, смешно, претенциозно и так далее. Я вот вам подготовила один текст, который хотела показать на эту тему. А можно убрать фон? Что-то вот он пошел, не знаю почему. Так? Микрофон. Микрофон не выдержал накала страстей. Ну, я попробую громче говорить, да? Слышно хорошо. Микрофон же подкручен, да? Нет, давайте сейчас не будем тратить время. Сейчас я сделаю по... Значит, вот эта статья была написана, ну, видите, по названию в период пандемии. Ходите в масках миллионы. И написано был про известный московский камерный оркестр «Музыка Вива», который сыграл 9-ю симфонию Бетховена. Да, такое известное сочинение, классика. Вот автор очень хотел похвалить этот коллектив. А вы знаете, я скажу честно, похвалить гораздо сложнее, чем поругать. Потому что поругать ты сразу как-то, так сказать, речь льется активно, а когда ты хвалишь, ты как-то пытаешься изобрести, за что же похвалить, если все хорошо, и словом «хорошо» можно объять, так сказать, все, что сделано. Вот автор пишет, мы это разбирали уже на каком-то из семинаров, поэтому у меня это все подчеркнуто маркерами. Значит, что пишет? Перечисление фамилий в первой, так сказать, первом абзаце. Вивальди, Корелли, Крафт, Барток, Анегер, Кабалевский. Достаточно перечислить композиторские имена из концертной программы, и мы без проблем угадаем, какой именно московский оркестр выйдет на сцену. Никто не угадает, правда? Потому что сейчас все играют все, и да, эта фраза крайне странная. Дальше. Именно такой программой оркестр «Музыка Вива» открыл нынешний сезон, но тогда еще у себя в Гарднеровском переулке, где когда-то находилась известная на всю страну кондитерская фабрика, как говорят, выпускающая роскошную греческую пастилу. Значит, длинное тяжелое предложение, которое уводит нас внезапно в какую-то непонятную сферу. Да? А может, не случайно на этом месте теперь обосновался оркестр, ставит вопрос автор. Видимо, пастила, она способствует возникновению оркестров, по мнению, да. То есть мы сталкиваемся с совершенно для автора, возможно, очевидным, но для читателя непонятным ходом, так сказать, мысли и аргументации. То есть здесь очень важно отдавать себе отчет, и вот написав текст, я тоже иногда, написав текст, потом на 2/3 его начинаю редактировать и переделывать. Потому что я как-то написала, мне вроде все ясно. Потом я начинаю внимательно читать предложение за предложением и задавать сама себе вопрос, а что я хотела этим сказать? А есть ли какая-то стыковка одной мысли с другой и так далее. То есть здесь очень важный момент перечитывания и самооценки. Значит, что дальше? Значит, после этого вопроса автор пишет, тоже великолепные музыкальные кондитеры высшего класса. Ну, он, значит, попытался какую-то метафору изобрести, но музыкальные кондитеры довольно сомнительный комплимент с моей точки зрения. Значит, первый домашний концерт после почти полугодового перерыва получился особенным. Ну, предположим. Музыканты оркестра признаются, что пережить карантин оказалось непросто.
Еще бы, их всех объединяет неподдельная любовь к коллективному музицированию, пожалуй, по образцу и подобию позапрошлого века, это всегда слышно с первых. Вот, то есть автор прислал текст, в котором он потерял мысль, не дописал что-то, и вот, да, это, к примеру, о перечитывании. То есть в половине случаев бывает, что я получаю тексты вот в таком качестве. При этом автор аргументирует, что очень торопился, был полон эмоций, так сказать, переполнен чувствами, и поэтому, так сказать, вот так вышло. Но теперь все плохое позади. Как раз об этом и получилась 9-я симфония Бетховена, сыгранная уже в зале Чайковского на официальном открытии 42-го сезона оркестра. Кажется, буквально недавно мы отмечали там 40-летний юбилей, как быстро летит время. Ни о чем, да, сообщение ни о чем. Концерт приношения Людвигу ван Бетховену, приуроченный к 250-летию со дня рождения композитора, должен был состояться еще в апреле с небывалым праздничным размахом. Вот это вот начинаются такие ужасные слова дежурные, да, вот вода. Теперь же вынужденно полупустой зал, заточение каждого слушателя в неудобную маску, укороченные до одного отделения встречи с музыкой. Так. Дальше автор пишет, о чем 9-я симфония. Вот это такой ключевой момент. Хуже вопроса поставить нельзя. Многие музыканты отчаянно бьются над ответом, которого нет. То есть, видите, разворачивается такая апокалиптическая картина. Трудно сказать, полностью ли... Вот, кстати, эти выражения. Трудно сказать, хотел бы сказать. Есть такой документ под названием «Памятка редактора», в котором написано «Хочешь сказать? Скажи». Да, то есть вот такие выражения, от них надо избавляться сразу. Да, это вопрос, ну, какой-то еще стилистического качества вашего текста. То есть вам кажется, что вы так вступаете в доверительный разговор с читателем, на самом деле лучше этого избегать. Да, драматургия ясна от мрака к свету, как и 5-я симфония, например, как и торжественная месса. О чем идея наполнит? Задачка. Значит, тоже такие интригующие выражения. Александр Рудин в своей дирижерской интерпретации, кажется, намеренно не пытается решать никаких общефилософских, неконкретных вопросов. В его прочтении нет ничего искусственного, формального или неоднозначного. Интерпретация соответствует главному, что есть в партитуре – ощущение свободы. Ну, в общем, короче, так сказать, здесь идет какой-то, так сказать, разбор, оценка. Оценка певца, который здесь солировал, который пару тактов в его соло ритмически скомкалась. Но это была единственная и, пожалуй, даже уместно принесенная жертва к юбилею Бетховена, поскольку чуть более оживленный темп всех частей, даже третий, воспринимался выигрышно. Вот смотрите, этот текст уже не для среднего читателя, да? То есть здесь автор углубляется в какие-то очень детали исполнения, но пишет на уже таком сугубо музыковедческом языке. Читателю обычному это сразу становится скучно, и, честно говоря, даже профессиональному читателю тоже становится скучно, потому что ну, это какие-то вещи, немножко высказанные априори, неинтересные и так далее. Да? То есть это такой вот как акын, что вижу, то пою. Да? Вот Волторна киксанула 2 раза, а при повторе не киксанула. У меня тоже был такой автор, который, значит, как на экзамене, знаете, вот выставлял такие оценки. Вот, то есть пример статьи, ну, не очень опрятно сделанный, может быть, не очень вычищенный, немножечко неумелый, да, такой как бы ученический. Надо сказать, что тогда это действительно был молодой автор, который сейчас активно нарастил опыт, какой-то свой потенциал раскрыл. То, что вы видите маркером, это мы с ним работали. То есть я ему прислала назад на доработку статью, и там было значительное улучшение у него сделано. Вот. Ну, то есть, видите, работа над текстом – это сложная вещь, но она возможная. И такие вот неудачные примеры – это тоже хорошие примеры, потому что сразу ясно,
чего следует избежать да, в работе журналиста. Так, давайте продолжим наш диалог. Да, давайте. Ирина Давидовна, к сожалению, мне нужно сейчас идти на следующую секцию. У меня был вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, возможно ли, вот, если написать рецензию о каком-либо культурном ярком событии музыкальном Уфы, отправить его к вам в журнал, и каковы критерии? Отправить можно, а критерии все те же самые. Интересный, хорошо написанный текст. Я вот у меня вот здесь стоит картинка, давайте я просто вам покажу. Значит, самый сложный на самом деле текст — это даже не рецензия на концерт, а это какой-нибудь юбилейный гала-концерт к круглой дате организации, человека, вуза, и так, где 150 участников, и ты должен как-то это оценить. И так, чтобы всем удовлетворить всех участников и всю эту организацию, и при этом, чтобы это вообще хоть как-то можно было читать. Значит, вот эта статья была написана к юбилею Уральского музыкального колледжа. Это в Екатеринбурге бывшая школа-десятилетка, очень известное учебное заведение, действительница кузница кадров, которая очень много делает не только для региона, но выпускники в Московской консерватории учатся, и в юношеском оркестре Юрия Башмета играет, и вот Феликс Коробов, который когда-то закончил эту десятилетку, теперь главный дирижер театра имени Станиславского и Немировича Данченко. То есть, ну, солидное учебное заведение. Вот мы с моей коллегой Ольгой Русановой, музыкальным обозревателем Радио России, приехали по приглашению директора на этот юбилей. И стали думать, как же выйти из положения, чтобы написать все-таки достаточно современный и читаемый текст. Вот смотрите, ну, во-первых, заголовок. Какой-то такой тоже попытались сделать цепляющий, сложный, нестандартный, талантливый, да, то есть здесь какая-то есть заявка на суть этой статьи, да, что это колледж, который выпускает таких вот уникальных музыкантов. А структура этой статьи, наверное, то, вот, ну, чем я, можно сказать, в каком-то смысле горжусь, которая удалась. Значит, с одной стороны, есть некая, ну, информационная часть, в которой мы слагаем канву событий. В частности, историческую, всякие перипетии, что колледж этот пытались закрыть, здание отобрать и так далее. Ну, то есть есть какая-то, ну, такая трагическая, драматическая составляющая. С другой стороны, вот идет старая история. Вот. Дальше здесь есть такая главка, называется «Мысли вслух 1». Дальше будет перебываться опять информационной частью. Дальше будет мысли вслух 2. Значит, мы сделали опрос ряда участников, выпускников этого колледжа, либо учеников, вот, так сказать, нынешнего времени. И попросили поделиться, на всех ответить на один и тот же вопрос. Чего мне не хватает на занятиях? Насколько образование современное? И привели палитру мнений этих ребят. То есть здесь было как бы ну, немножечко такой разный подход. С одной стороны, куски авторского текста, с другой стороны, так сказать, дискуссионный материал от первого лица участников, самих участников этого гала. Таким образом, мы как бы ушли от такого стандартного описания, вот то, что я сказала, что видим, то поем, да, что это вышло и блистательно сыграла каприз Паганини, а этот пианист захватил внимание своей виртуозностью в таком-то произведении, а тот еще что-то сделал, да, и вот когда это читаешь, ты же не был на этом концерте, ну хорошо, он это быстро сыграл, а тот медленно, ну и что дальше, да, то есть такой текст — это такая безнадежная история. Вот, поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, если журналист не чувствует в себе уверенности, что он оценил правильно, очень хороший прием пообщаться с публикой, особенно для новостного репортажа это хорошо. Поговорите с разными людьми, с
с людьми в возрасте, которые явно, так сказать, часто ходят в этот театр или в этот концертный зал. Совсем с молодыми людьми. Спросите, зачем вы сюда пришли, как вы сюда попали, что вас сюда привлекло. Да, спросите каких-то разных, так сказать, слоев населения, сделайте, ну, условно говоря, опрос, как делают, да, респондентов, и приведите эти мнения. Вы, ну, как бы немножко схитрите, закроетесь чужими словами, но все равно это будет интересно. Иногда люди, знаете, говорят очень образно, с какими-то такими необычными тоже метафорами, и это даже, ну, украсит ваш текст, украсит ваш репортаж и даст все-таки вот эту так называемую живинку, ради которой, собственно, все и делается. Вот, поэтому здесь, вот, например, видите, мы поступили таким образом и смогли, с одной стороны, удовлетворить пожелания организаторов, чтобы все-таки о них написали в контексте их 75-летней истории, какие-то вехи главные выделили, а с другой стороны мы дали голос реальных, так сказать, ребят, которые там учатся или учились, и которые высказали, вот, что им дало это образование, да, и как они его сами оценивают. Здесь, видите, вот такой момент полифоничности вашей статьи тоже очень важен. То есть это сейчас вообще характерно для нашей жизни. Полифония мнений, оценки, взглядов. Если вы сможете в своем тексте вот этот момент как-то ухватить и выразить, это тоже будет очень ценно и украсит ваш текст. Так. Давайте. Можете рассказать о перспективах развития печатных СМИ? Вот ваш журнал есть? Его можно купить? Да, его можно купить. Знаете, у меня было несколько лет назад такое выступление на Уральском форуме «Борьба печатных СМИ за аудиторию». Специальный такой был у нас дискурс. К сожалению, вот здесь у меня нет своего компьютера, иначе я бы вам включила видеоролики, которые я специально записывала у разных людей на этот счет. Но в частности, я записала мнение издателя нашего журнала, это генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, человек, который, вот, так сказать, способствовал ребрендингу нашего журнала в 2017 году. И благодаря усилиям, которые мы действительно выпускаем каждый месяц, печатную версию, вот зачем нужны печатные СМИ? Знаете, целый как бы список аргументов. Во-первых, это совершенно другой тип восприятия материалов. Вообще другой тип, когда вы читаете с экрана и когда вы держите печатное издание, не только, кстати, журнал, но книгу, диссертацию, еще что-то такое, брошюру, материалы совершенно по-другому воспринимаются. Вот эту статью вам может показаться, что это невероятный лонгрид. Вы вот вертите его вниз, он все не кончается, не кончается. Когда вы берете в журнале, это 2 разворота. Это можно охватить по диагонали буквально там за 3 минуты и уже, так сказать, примерно понять, что там есть. То есть в этом смысле навык чтения бумажных изданий очень важно иметь, да, потому что вы совершенно по-другому эту информацию считываете. Полиграфия. У нас в журнале, в частности, этому уделяется сейчас очень большое внимание. То есть, несмотря на серьезные статьи, есть у нас какие-то, например, рубрики, где предполагается и более такая, профессиональная аналитика, исторические статьи о каких-то сложных композиторах типа Лигeti, Шонберг, Веберн. Даже у нас была статья «Как понимать додекафонию», да, 10 приемов, как, да, с современной музыкой обращаться. А все равно визуальный материал иногда способствует очень легкому усвоению даже таких сложных и специфических профессиональных вещей. То, чего здесь, опять-таки, вот смотрите, я поставила на кусок текста, мы уже картинку не видим. Либо мы должны сделать вот так, да, но тогда у нас текст окажется приложением к визуалу.
В печатных СМИ это все равноправно, да, вот слева у нас текст, справа полосная картинка, и одно другое полифонично, опять-таки, дополняет друг друга. Тактильное ощущение издания очень важно. Если хорошая бумага, да, вот эта глянцевая печать, полноцвет, аромат, да, вот Карина как раз говорила об, так сказать, специфическом вот этом немножечко такому, да, для токсикоманов, извините, да, ощущение печатной бумаги, да, это тоже свой имеет какой-то, ну, вот на подсознательном даже уровне влияние того, как вы воспринимаете этот материал. Другое дело, когда вы, например, берете газету на вот такой очень неприятной серой бумаге с цветными фотографиями, которые прям расплываются, тут непонятно, да, кто эти люди, которые там на этих фотографиях. Это, конечно, может быть, наоборот, отталкивающий момент. То есть полиграфия очень важна. И самый последний момент, может быть, главный в аргументации. Знаете, вот я искренне верю, что мы работаем на исторический процесс, потому что вот не заплатили за этот домен, он рухнул и канул в лету. И все наши труды, многолетние 24/7 работа, они исчезли. Вообще вот исчезли и все. А бумажная версия, она худо-бедно остается в библиотеках, в подшивках, где-то в частных коллекциях. Вот вчера днем, перед отъездом сюда, в Уфу, я зашла в библиотеку Московской консерватории и сказала: дайте мне, пожалуйста, подшивку журнала «Музыкальная жизнь» за 1958 год. Мне ее принесли. И я быстренько нашла материалы, касающиеся рождения первого конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Потому что именно сегодня, 18 марта, 65 лет назад, открылся наш любимый, да, наше главное национальное состязание, конкурс имени Чайковского. Я нашла массу интересных материалов, и ночью, прилетев сюда в 4 утра, не поленилась, набила какие-то цитаты из этих статей 1958 года, сделала такую вот компиляцию, коллаж, ставила фотографии страниц, которые я сделала там же в библиотеке. И вот этот материал у нас получился на сайте. Я смогла реконструировать эти события благодаря тому, что этот журнал сохранился в подшивках. Бог знает, что будет через 30 лет, сможем ли мы зайти в сеть интернет, будет ли эта сеть интернет вообще существовать, мы не знаем. А подшивка журнала вот в библиотеке Московской консерватории каждый год туда он поступает, она множится, и вы сможете как-то понять, что вообще в эти годы происходило. Пусть мы не все освещаем выборочно, самое главное, с нашей точки зрения, но тем не менее мы все-таки какую-то ориентацию в процессе будем иметь. И мне кажется, это очень важно. Да? Вот. Такое мое мнение, друзья мои. Евгения Давидовна, можно еще вопрос? Конечно. Я задам. Вот как главный редактор солидного издания, вы предоставляете авторам сигнальный вариант, например, для правок, для да, безусловно. фотографий, и кто в этом случае является приоритетным? Автор, герой статьи или журнал? Ну, смотрите, технологический процесс у нас такой, давайте я просто расскажу, да. Мы выходим раз в месяц, у нас ежемесячный журнал, поэтому у нас есть определенный ритм издания. Мы собираем примерно до 10 числа каждого месяца материалы. Их читает по ходу дела корректор, то есть, вначале редактор, потом корректор, потом наш ответственный секретарь журнала подбирает фотографии, либо автор сразу присылает какую-то ссылку на нужные фотографии. В общем, собирается весь пул материала. Примерно с 10 числа каждого месяца мы начинаем верстку с нашим арт-директором, и она длится примерно 12 дней, то есть примерно 22-23 числа каждого месяца мы отправляем этот журнал в типографию. Соответственно, к концу месяца выходит, у нас сейчас март, да, вот мы скоро будем отправлять в типографию мартовский номер. То есть он выходит к концу каждого месяца и суммирует то, что произошло примерно за месяц текущий. Да? То есть вот у нас это так сделано. Соответственно, в процессе верстки, как только, она порционно, естественно, вот эта рубрика сверсталась, следующая, как только материалы
получает верстку, наш ответственный секретарь рассылает всем авторам на чтение, на утверждение фотографий, на подписи к этим фотографиям, да, на идентификацию авторов этих фотографий и так далее. То есть на всю техническую историю. Значит, автор имеет право внести какие-то правки в свой текст, но иногда бывает, что человек как-то увидел в верстке, что какое-то корявое предложение и просит его заменить. И, разумеется, мы это делаем. Ну, бывают, конечно, такие один-два таких токсичных автора, как я говорю, которые внезапно хотят переписать все. И, значит, мы с ними боремся, воспитываем, пытаемся, так сказать, найти консенсус и очень просим, ну, первый раз идем навстречу, а второй раз уже заранее намекаем, что ты почитай свой текст 2 раза еще до верстки, и пришли конечный вариант. Вот. Ну, это человеческий фактор, да, то есть везде бывает по-разному. Фотографии. В 95 случаях из 100, особенно если это касается театральной постановки, автор обычно как? Он пишет об определенном составе певцов в этом спектакле, а дизайнер, например, взял фото по какому-то визуальному принципу, вот это фото более ярко, но певцы там из другого состава. И часто это и я, и мои коллеги это сами могут заметить. Иногда замечает автор и просит заменить все-таки на то, чтобы фотография соответствовала тексту. И мы это делаем. Либо как-то хитро выходим из положения, берем какую-то массовую сцену, где не очень идентифицируются главные герои, но фото красивое. То есть пытаемся найти компромисс между красотой и, так сказать, конкретикой этой иллюстрации, что тоже важно. Все подписываем. И потом макет начисто полностью читает по второму кругу корректор. То есть она читает вордовские файлы, потом читает весь макет от начала до конца на случай опечаток, на случай соответствия подписей людям, о которых идет речь в статье, потому что бывает, редко, но бывает, что почему-то имя случайно в подписи не соответствует тому, что в статье, или наоборот. То есть факт-чекинг тоже присутствует. Вот, то есть, видите, это большой такой, трудоемкий цикл. Кроме того, у нас есть там еще и так называемая свежая голова, которая тоже параллельно с корректором просматривает номер на предмет каких-то, так сказать, внезапных тоже опечаток, переносов, да, чтобы это было все корректно. Вот, то есть это такой технологический цикл, и только после этого мы уходим в печать. То есть мы все визируем абсолютно, все стараемся, так сказать, сделать так, чтобы и автор был доволен, и мы, но мы не посылаем, естественно, никаким артистам ничего визировать, за каким-то крайним исключением, не знаю, 1 случай из 1000, наверное, вот такой может быть процентаж общения с артистами, да, в этом вопросе. Вот я ответила, да? Да. Хорошо. Евгения Давидовна, вот я сейчас смотрю тот материал, про который вы говорили, который написали сегодня утром. Так. А можно его вывести, чтобы коллеги посмотрели, потому что очень, очень интересно. Давайте, сейчас я его выведу. Так, это у нас в событиях, секунду. Будет он выводиться? Конкурс Чайковского, как все начиналось. Кстати, название мне далось тяжелее всего. Но, видимо, в 5 утра голова очень плохо работает. Вот. Ну и все-таки материал такой был достаточно более информационный, исторический. Но все-таки мне было важно, чтобы слово «конкурс Чайковского» было в заголовке. То есть сразу была какая-то привязка к событию, о чем идет речь. И какой-то цепляющий момент, чтобы люди захотели открыть эту статью и все-таки поинтересоваться, что там с этим конкурсом Чайковского происходит. Вот, поэтому, как все начиналось, я решила, что, может быть, не самое зажигательное, но, по крайней мере, какой-то отражающий главную суть этой статьи. Также важно было мне выбрать визуальную картинку, которая сразу бы тоже была понятна. Клиберн и Чайковский, мне кажется, это
Но вот то главное, что у нас у любого человека будет ассоциироваться с этим конкурсом, кто хоть что-то слышал, да, про него когда-то. Вот. Ну, дальше подзаголовок, который, собственно, что 65-летие, но это наш стандартный, у нас принцип констатирующего подзаголовка. Есть издания, которые любят написать как-то более витиевато и в конце прибавить фразу: с этим вопросом разбирался наш корреспондент, там, не знаю, Иван Иванов, да, предположим. Но это просто особенности какие-то принятые в том или ином издании. Вот. И дальше, собственно, идет сейчас. Собственно, идет текст, построенный на цитатах из этого издания 1958 года. Вот, знаете, мне было интересно, как вот в первом конкурсе, например, был возрастной ценз, мы видим, от 18 до 30 лет. Сейчас там ценз до 35 лет, да, то есть мы сразу видим какие-то интересные, так сказать, смены. 41 пианист принимал и 21 скрипач. Такие цифры. Сейчас мы знаем, что везде по 25 в каждой номинации. Да, то есть, опять-таки, мы видим какую-то эволюцию, ту или иную, которая происходила. Сейчас у нас 6 финалистов, тогда было по 8. Кроме того, я уже здесь не привела статистику, но там очень расщедрились. А, впрочем, у нас я сделала галерею, и вот здесь на одной из картинок итоги конкурса, и мы можем прочесть, что жюри конкурса решило присудить еще 5 почетных дипломов, еще 5 получили почетные грамоты, и еще что-то такое. То есть первый конкурс, он прямо охватил фактически огромное количество участников, в частности иностранцев, чтобы поощрить кого только возможно. Ну и вот на картинке, естественно, Ван Клиберн. Вот, значит, также вот в первом репортаже анонсировались различные мероприятия, что там выпускались памятные значки, концерты Московской филармонии, выставка и так далее. Вот, значит, цитаты из интервью участников, которые только собирались поучаствовать в этом конкурсе, из которого мы видим, что Лев Власенко, знаменитейший советский пианист, который 2-ю премию на этом конкурсе получил, не участвовал в первом туре, где играют обычно этюд, Баха и классическую сонату, а сразу же начинал свои соревнования со 2-го тура, потому что он был победителем 1-й премии зарубежного конкурса. Сейчас у нас другая история. У нас есть видеоотбор, и вот победители всероссийского конкурса музыкального имеют право в этом отборе не участвовать, но в очных прослушиваниях они играют на равных. То есть здесь было больше преференций, да, мы видим. И это тоже интересно для аналитиков вот таких процессов исторических, это важные сведения. Ну вот его оценка того, вот он говорит, чтобы справиться с такой программой, необходима большая эрудиция, широкий кругозор, фундаментальное знание музыкальной литературы. Сейчас бы молодые люди, которые участвуют, сильно подивились таким предложением, потому что у всех очень узко такое цеховое, практическая направленность. Вот. Что еще мы извлекли? Ну вот мне порадовало, что, смотрите, я написала там в начале, что журнал наш был основан в декабре 1957 года. То есть в момент, когда этот конкурс готовился. То есть мы фактически ровесники, журналу тоже исполнилось 65 лет. И вот чуть ли не в 4-м номере этого журнала мы видим опрос, который сделала редакция. Мы сейчас тоже активно проводим различные опросы. Вот юбилей Рахманинова, в номере у нас выйдет не просто материалы к юбилею Рахманинова, а целый специальный такой вот журнальчик, отдельно сверстанный, он будет целлофанирован вместе с основным номером, там будет 24 страницы, полностью посвященные Рахманинову. В частности, там будет опрос различных деятелей культуры, которым мы всем задавали 2 вопроса одинаковых. Ну вот как здесь сделано. Первый вопрос о Рахманинове был: кто он, с вашей точки зрения, инфлюенсер или музейный экспонат?
Второе, что вы слышите в музыке Рахманинова в 2023 году? Я хочу сказать, что вопросы специально ставились таким образом, чтобы вызвать у некоторых людей некоторое даже возмущение, как это, так сказать, инфлюенсер. Но вот когда я попросила Дениса Мацуева ответить мне на эти вопросы, написала ему в WhatsApp, типа, вот такие вопросы, примешь участие? Он горячо откликнулся, и прямо, когда мы начали разговор, начал говорить, ну так что, значит, инфлюенсер, да? Что это ты там имела в виду? Сейчас мы с тобой давай обсудим это. То есть людей это зацепило, это очень важно, найти возможность таких вот, ну, очень именитых и занятых собеседников, которые только и делают, что дают интервью, захотеть все-таки поговорить о чем-то не очень профильном, может быть, да, но важном для профессионального сообщества. Вот, то есть, видите, есть какие-то тенденции и традиции у журнала, которые закладывались с самого начала. И мы это продолжаем, это очень важно. Ну вот интересная такая страничка. Значит, журнал вот так вот открывался, 5-й номер, март 1958 года, то есть здесь это как раз номер, который уже вышел в момент начала конкурса. И вот видите, большой портрет Чайковского, здесь прямо редакционный программный такой текст. То есть, видите, здесь это было вынесено в главное событие номера. Ну вот, так что я произвела некую такую аналитику того, что было, не пересказывая тотально все, сделала выжимку, ну, каких-то, может быть, самых главных вещей, которые мне показались интересными. Но, в частности, анкета была задана зарубежным членам жюри, которые были, кто? Композитор Панчо Владигера в Болгарии, тогда был большой друг Советского Союза, сэр Артур Блисс из Великобритании, современный, довольно известный британский композитор, даже Арман Маркиз де Гонто-Берон, да, такая прямо, сказать, интересная личность, и так далее. То есть, видите, а в конце я дала текст, который рассылался нынешним конкурсом Чайковского. То есть кусок пресс-релиза. Таким образом, сделав некую арку от первого конкурса к последнему, от авторского текста к пресс-релизу, ну и таким образом какую-то создав панораму для читателей всего события и предваряя то, что у нас вот будет. Так что вот для чего нужны бумажные СМИ. Друзья, наверное, нам надо как-то закругляться. Не знаю, на тему подведения ли итогов, либо еще чего-то. Ну, я скажу так, из каких-то, может быть, трендов сегодняшнего дня, может быть, самый главный тренд. Ну, такую банальную скажу фразу, что мы живем в быстро изменяющемся мире. Да? Казалось бы, ну, действительно фразу, которую все говорят, но нужно понимать, что такое быстро изменяющийся мир. Если раньше изменения были там, ну, раз в пятилетку, предположим, и нам казалось еще это довольно критично, то последние 3 года этот изменяющийся мир – это чуть ли не каждый месяц, который нам приносит что-то новое, и мы должны очень как-то быстро подстраиваться под обстоятельства. И, как говорится, если ты не можешь повлиять на события, на процесс, надо его возглавить. Да? Вот, это очень важный момент. То есть не печалиться, не опускать руки, а наоборот попытаться понять, что позитивного ты можешь извлечь в, так сказать, данной конкретной ситуации для себя, для своей профессии, для своего издания и, так сказать, действовать. Вот, поэтому здесь мобильность, коммуникативность, понимание каких-то тенденций, стратегий и тактик. Да? Один шаг назад не означает, ну, как сказать, поражение, а возможно это означает правильно занятую позицию, которая тебе принесет большие дивиденды в ближайшем будущем. Да? Вот, поэтому вот как-то, я думаю, так.
Есть какие-то еще вопросы? Я прошу прощения, коллеги, Евгения Давидовна, Амина Евгеньевна просит Да, вас пройти. я готова. Я на правах организатора от лица Национального симфонического оркестра. И думаю, что все коллеги присоединятся. Хочу поблагодарить нашего замечательного спикера. Спасибо большое. Главного редактора журнала «Музыкальная жизнь», профессора Евгению Кривицкого. Спасибо. Мне было очень приятно с вами общаться, друзья мои. Вот. Я вам желаю успеха. Я скажу так, вот все, что мы с вами обсуждали, это какой-то, например, мой персональный взгляд на процессы, которые существуют сейчас в нашей профессии. Разумеется, каждый, так сказать, действует в предлагаемых обстоятельствах, как он считает нужным, но мне кажется, что диалог — это всегда интересно, правда? Можно попробовать что-то, взять на вооружение, что-то изобрести самому уже, так сказать, в процессе нашего диалога, и мне кажется, дело пойдет на лад. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.